свежим данным по коронавирусу в коме за сутки 60 пациентов выздоровели, 28 заболели. В целом в последние дни сохраняется позитивная тенденция. Выздоравливают у нас в 1,5–2 раза больше человек, чем заболевают. Вот как свежие данные и другие новости республики прокомментировал в своем традиционном обращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Сегодня я работаю в селе Иб Сыктывдинского района. Здесь мы провели расширенное заседание Совета по культуре и искусству. В совещании приняли участие представители творческих союзов. И это очень важно, потому что через общественность мы чувствуем ритм жизни. Обсудили вопросы развития отрасли и проведения мероприятий, приуроченных к столетию республики. Хочу отметить, что республика является лидером по очень многим направлениям в реализации нацпроекта «Культура». Мы модернизируем библиотеки, открываем кинозалы, виртуальные концертные залы, строим социокультурные центры. Причем упор делаем при строительстве социокультурных центров на сельские районы. Но не только культурой, еще и продолжаем реализовать нацпроекты «Жилье и городская среда». В Карткировском районе, например, в селах Нившера и Старожевск приведены в порядок участки улично-дорожной сети. В Карткиросе установлена игровая площадка, приобретена снегоуборочная техника, завершается благоустройство территории у мемориала «Скорбящая мать». Всего на территории муниципалитета до конца года облагородят 11 улиц в районном центре, 6 общественных территорий в 4 поселениях муниципалитета. На эти цели району в рамках нацпроекта выделено почти 27 миллионов рублей. Завершается благоустройство общественных территорий и в Прилузском районе. Масштабная реконструкция проведена на центральной площади Обьячева и территории рядом с кинотеатром. Продолжаются работы по благоустройству в райцентре и в селе Летка. Завершаются работы по благоустройству моста по улице Береговая. Всего на комплексное обновление района в рамках нацпроекта выделено более 26 миллионов рублей. В республике продолжается реализация народных инициатив. Инициативы эти предложены жителями городов и районов, и народные инициативы направлены на улучшение жизни в городах и селах. В Ухте ремонтируют пешеходный мост у автовокзала. В Усинске реконструируют скейт-площадку. Воркута приобретает спецтехнику для уборки снега. Для Воркуты это крайне востребовано. Кроме того, благодаря этому проекту у муниципалитетов появилась возможность реализовать в том числе и мероприятия, на которые ранее не хватало средств. Речь идет о разработке проектно-сметной документации. Ну, например, для подключения 17 многоквартирных домов к системе центрального водоснабжения в селе Кайгородок. В Визинге, благодаря народным инициативам, разрабатывается схема внутрипоселкового газопровода. А в Кослане проектно-сметная документация для строительства спорткомплекса. И вот еще раз хочу отметить, что всего на реализацию 247 проектов народных инициатив из бюджета республики выделено 252 миллиона рублей. И в завершение несколько слов об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6620 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки 28 человек. Под медицинским наблюдением 1385 человек. Выздоровело 5703 человека. И за сутки мы хорошо выздоровели плюс 60 человек. Уважаемые жители республики, это все новости, которыми я хотел сегодня с вами поделиться. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, до завтра.